Добрый вечер, уважаемые жители города Ижевска и подписчики моего канала. Сегодня 18 февраля 2019 года. Веду свой репортаж с улицы Карла Либкнехта и улицы Восточной на перекрестке. Как можно видеть, опять в том же месте идут работы. Опять у жителей дома по улице Восточной, а точнее 34, 38, 40, нету горячей воды и отопления. На многократные письма чиновникам, жителям данных домов дают абсолютно одни отписки. Даже игнорируют обращения жителей домов. Обращение господину Чернышеву, госпоже Шуклиной, госпоже Симаковой, а также к главе города Бекмементьеву Олегу ничего жителям не дали. Каждую неделю в период зимы и весны жители страдали от отключения горячей воды и отопления. Даже ночью, когда на улице был мороз, жители все равно страдали от отключения. Удмуртские коммунальные системы во главе с Ярославом Балобановым продолжают держать заложников жителей города Ижевска. Не пора бы городу расторгнуть концессионное соглашение с УКСом, а конкретно с Ярославом Балобановым, потому что концессионные соглашения ничего не дадут, кроме того, что жители страдают. Также обращение в единую диспетчерскую службу тоже ничего не помогает. Там жителям предоставляется большой список телефонов, которые, как известно, бывает и не отвечают, чтобы отвязаться. Тем жителям, которые стараются добиться правды и добиться благ цивилизации, единая диспетчерская система натравляет на них сотрудников полиции, которые не используются в качестве «держи морда» и не страдают интеллигентностью. Я понимаю, что у чиновников, таких как главы города Бекмементьева Олега, УКСа Ярослава Балобанова, Чернышева, Симаковой и Шуклиной, есть горячая вода и даже отопление. Поэтому на жителей города им наплевать. Я не знаю, сколько еще продолжатся данные страдания жителей. Будем ждать. А так все время страдают жители. Вот там вы можете наблюдать, что опять стоит аварийная служба. Прямо знаете, как будто бы геноцид жителей данных домов. Скоро, я уверен, жители данных домов устроят суд линча Ярославу Балобанову за частые отключения горячей воды и отопления. Будем дальше следить за данной ситуацией. Может быть, наконец-то что-то изменится. Но я не уверен, что что-то изменится, потому что чиновникам на жителей города Ижевска наплевать. Как вы можете видеть, даже указаны номера телефонов и адреса, куда обращаться. Удмуртские коммунальные системы, компания Ярослава Балобанова, также Т-групп, которую вы можете наблюдать. Неизвестно, когда кончится геноцид против жителей данных домов. Частые отключения горячей воды и отопления привели уже к точке кипения жителей домов. Кстати, как известно, 23 апреля состоится прямая линия с господином Бричаловым, главой Удмуртии. Как раз жители города как раз ему зададут вопрос, когда все-таки появится отопление и горячая вода в данных домах, и закончатся страдания и мучения жителей города. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.